Всем привет, с вами Андрей Данилов, политолог, студия Красный Коннект. Сегодня пригласила меня еще раз обсудить выборы. Но начнем с самого простого. Почему же никто не знает, что будут выборы? К примеру, в ранние годы, то есть, не в ранние годы, а лет 10 назад, мы стремились за массовой явкой, скажем так, всей страной. Нас призывали со всех утюгов, со всех матюгальников, на всех предприятиях. За 2 месяца было известно, что будут выборы. Висели призывные плакаты. Но вот сегодня в городе Якутске я не видел пока еще, сегодня у нас какое, 28 число, ни одного плаката, ни одного баннера о том, что да, все на выборы идем, с удовольствием, там голосуем. А чаще всего нам говорили, за кого надо еще голосовать. Но это уже другой вопрос, собственно говоря. На сегодня, то есть у нас нету ни одного баннера, ни одного призыва, и особо-то население не в курсе. Но вы спросите, в чем же дело-то? Политически заинтересованные люди из, скажем так, моего окружения, из вашего, раз вы смотрите этот блог, то, скорее всего, вы интересуетесь именно этими вещами, как политика, управление государством, госслужбы и прочее. Следовательно, вы думаете, что очень многие знают об этом. Но если вы спросите своих родственников, друзей, знакомых, далеких от политики, вы знаете, что будут выборы? Вы об этом не услышите по одной простой причине. Государству не нужна высокая явка, так как они лет 5 назад полностью отменили даже в региональных законодательствах порог явки. Это делается для чего? Допустим, возьмем голосующих 100 человек. Из них приходит 3 человека, выборы состоялись, если 2 из них проголосовали за одного кандидата. Следовательно, что? Для чего это все делается? Для того, чтобы согнать тех, кого надо согнать, которые пришли бы и проголосовали как надо. А остальные, те, кто против, естественно, либо не пришли, сказав, это все же... об этом сейчас... И это я тоже разовью. И чтобы те сказали, чтобы, как говорится, нет, мы не пойдем на выборы или занялись своими делами. То есть на языке политтехнологов это называется сушить явку. Вот. Также есть некоторые личности, которые призывают голосовать, точнее не голосовать тем, что ты не пришел на выборы. Следовательно, ты не приходишь на участок, у тебя остается бюллетень, который полностью не заполнен, там графа, то есть после того, как участок закрывается 19 числа, можно делать, человек не пришел, не проверил, не посмотрел, можно вписать за него и вкинуть сколько угодно бюллетеней. То есть большой простор для фальсификации, естественно. И опять же, если мы смотрим этот момент, то голосование будет длиться 3 дня. 3 дня, соответственно, 3 дня можно немножко добавлять голоса. Скорее всего, это будет делаться в последний день. И это не просто люди, которые предлагают бойкотировать выборы, говоря о том, что вот вы не придете на выборы, не будете участвовать в этом фарсе, не зашкваритесь, как говорится, нынче у молодежи, или же вы не легитимизируете тем самым эту власть, он не будет вашим президентом. Это полная глупость. Власть будет выбрана, даже если на выборы придут по всей России 3 человека и проголосуют как надо. И законы, принятые этой властью, придется соблюдать всем, вне зависимости от того, кто пришел на выборы или не пришел на выборы. Так что самая худшая позиция в этом случае – не прийти на выборы. Вот поэтому мы, коммунисты, в том числе политически активные люди из наших сторонников, призывают всегда ходить на выборы. Вспомните 96-й год, когда коммунисты чуть не победили на выборах президента. Какая была явка, какой ажиотаж был, и как специально против Компартии и лично Геннадия Андреевича выступали все остальные кандидаты и выпускали мерзотные газеты типа «Не дай бог». Это было ужасно, но явка была большой, и, к сожалению, была конкуренция большой, к сожалению, для тех, кто пытался фальсифицировать и что-то сделать на этих выборах против честного голосования. Поэтому наша позиция – это ходить на выборы, голосовать. Можно в последний день, чуть ли не за час до закрытия участка, прийти, посмотреть, проверить, проголосовал ты или не проголосовал. Если там стоит
не твоя подпись, оформить жалобу. Кстати, есть у нас проект «Красный контроль», ссылочка будет в описании. Вы там можете взять образец жалобы, если вдруг кто-то за вас проголосовал на вашем участке, а вы этого не знали. Так, вот коротко говоря, скажем так, о явке и прочих вещах. Далее я хочу перейти к более интересной теме, это снятие Павла Николаевича Грудинина, одного из кандидатов в президенты гонки 2018 года, выставленного от Компартии Российской Федерации. Павел Николаевич Грудинин прославился на всю страну тем, что является директором совхоза имени Ленина, одного из последних народных предприятий по типу колхозов-совхозов, созданных в советское время. Вопрос, почему же его сейчас не допускают до выборов? Ответ предельно прост. Власти не выгоден сильный конкурент. По одной простой причине, что он занял второе место, появившись практически из ниоткуда. Ну, почему же он занял такое место? Потому что все-таки люди верят, и люди знают, что правда за коммунистами, что можно создавать народные предприятия и работать. Власть этого категорически боится. Он имеет популярность в стране, в частности в нашей республике. Если мы посмотрим на результаты голосования 2018 года, он у нас почти набрал 28%, на минуточку. И это, как говорится, в республике площадью 2 миллиона квадратных километров, где агитацию распространять довольно-таки сложно. Представьте, как люди поддерживали его на всей территории Российской Федерации, при том, сколько его поливали грязью. И опять же там был некий офшор, о котором рассказывали. Но почему-то его и тогда допустили до гонки. Но это вот послужило формальной причиной для снятия на сегодняшний день. Да, идем дальше. Что же касается вот этих вот всех офшоров. Очень интересно, почему не проверяют других кандидатов так тщательно, как Павла Николаевича. Я думаю, у некоторых, скажем так, паровозов Единой России и лидеров, а зачастую это иногда главы регионов, если копнуть, то окажется, что дочка миллионерша, а окажется, что жена заведует каким-нибудь крупным предприятием, там, заводом, банком или какой-нибудь ОАО. В принципе, можно привлечь каждого по этой статье, и там может быть офшор. Но пока доказательства полностью не предоставлены. Нам нужно это все посмотреть, пересмотреть и подать жалобы, естественно. Идем дальше. Коммунисты сделали очень правильный выбор, поставив его в первую тройку. Естественно, он будет нашим, так сказать, знаменем, Павел Николаевич, знаменем простых тружеников села, в том числе, что для Якутии это очень актуально. И для того, чтобы не допустить это, естественно, его снимают. Это первая, главная и основная причина. Не потому, что у человека был какой-то там счет. Извините, счета есть, как говорится, у всех. Попробуйте открыть Яндекс Деньги. Яндекс у нас в России не зарегистрирован. Естественно, если вас захотят снять выборов, вас снимут даже за это, хотя это российская компания. Если так уж говорить, ну, можно перепроверить эту информацию еще раз, потому что вроде они зарегистрированы в Силиконовой долине, как и некоторые другие наши предприятия, налогоплательщики и недропользователи. Идем дальше. Что делает власть? Власть, прежде всего, устраняет сильных конкурентов. Сейчас Николай Николаевич Бондаренко, саратовский депутат, который месяц прожил, питаясь макарошками в свое время. Ну, поставил, так сказать, эксперимент над собой, как все выдающиеся ученые. И, естественно, при всем при этом, уважаемый Николай Николаевич приобрел дичайшую популярность, так как все время рубит правду матку и не боится высказывать свою точку зрения. Ну что ему вменяют? Ему вменяют экстремизм. По какой же статье? Из-за чего? Есть такая партия «Единая Россия», для тех, кто не в курсе, может быть. Она в 2002 году издала некий манифест, где обещала золотые горы, железные дороги, догнать, по-моему, Португалию. Я уже не помню, я уже довольно старенький, 19 лет прошло с того момента. В общем, очень хороший и интересный манифест. Но в 2013 году манифест «Единой России» почему-то стал считаться экстремистским материалом. А Николаю Николаевичу Бондаренко, простите, оговорился, вменили то, что он сделал репост этого самого манифеста в 2011 году. То есть
Полностью нелогичное обвинение. Закон не имеет обратной силы. Не имеет, тем более касательно материалов, придуманных, сделанных, размещенных другим лицом. В этот раз юридическим. Почему-то манифест «Единой России», а за экстремизм привлекают Николая Николаевича Бондаренко. Где логика? Логики вы в этом не найдете. И если снимут его, власть сделает нам огромную рекламу коммунистам, компартии. По одной простой причине. Потому что люди видят, кого устраняют, тот всегда силен. Тот будет пользоваться большой популярностью. Я могу сказать сейчас навскидку еще нескольких кандидатов, с которыми будут также бороться. Это возглавляющий нашу региональную группу Сергей Левченко, чей сын сейчас находится, так сказать, в заложниках у власти по каким-либо обвинениям, по каким-то обвинениям, тоже придуманным, по словам Геннадия Андреевича и наших товарищей. И ему даже не дают видеться с отцом Андрею Левченко, с Сергеем Георгиевичем. То есть мы видим, что идет колоссальное давление, и шло оно, когда он был губернатором, и его удалили с этого поста. Ну, вынудили человека просто-напросто уйти. Он не выгоден власти, и власть будет копать и под него, естественно. Тот же Сумароков, лидер народного предприятия, также находящегося в Иркутской области. И на него будет оказываться давление. Сергей Казанков, сын Ивана Ивановича Казанкова, сейчас депутат Госдумы, нашли полного тезку Ивана Ивановича Казанкова, лидера также народного предприятия, находящегося в Мариэл. Полного тезку, чтобы выставить против Сергея Казанкова. Полного тезку Ивана Ивановича. Вы представьте, идет постепенная, постоянная травля коммунистов. Мне это напоминает преследование, охоту на ведьм, эпоху маккартизма в США. Потому что у капитализма есть только один злейший, самый непримиримый враг. Враг, который защищает интересы народов, а не крупного хозяйственника, крупного этого самого капиталиста. Это коммунисты, которые выступают за народную собственность и которые выступают за общенародное достояние и справедливое распределение благ. Естественно, видя такие примеры успехов, при Сергее Георгиевиче, кстати, Иркутская область на 200 миллиардов практически увеличила свой бюджет с 80-90 миллиардов до 200 с лишним. То есть мы видим здесь результат. И такие результаты невыгодны тем, кто сейчас находится у власти. Какой пример вы покажете? Что это будет? Ведь люди перестанут голосовать за них и верить их обещаниям и мечтам о величии, мечтам о том, что у нас вот страна пользуется авторитетом, конечно же. Это все на сегодняшний день фикция и никак иначе, уважаемые друзья. Касательно наших местных выборов в городе Якутске, и точнее не в городе Якутске, а по всей республике уже есть у нас замечательные кандидаты, их уже 9 человек на одно кресло этого самого депутата Государственной Думы. Я, конечно, понимаю, что 9 человек это не просто так выдвинуто. Сейчас они максимально постараются разбавить количество голосующих, разбавить, естественно, протестный электорат, выдвигая разных кандидатов, которые будут делать вид, что они оппозиционеры. Представьте, если бы все объединились вокруг реально оппозиционного кандидата, который не будет никак ассоциироваться с Единой Россией или с партией власти, или с ОНФ, или другими структурами, какой бы результат смогли получить. Идем дальше. Я всех их перечислять не буду, но скажу одно. Среди них есть честный человек, это наш Петр Револьдович Аммосов, кандидат от Компартии. Голосуйте за него, наверное, 19 сентября. По крайней мере, я буду это делать сам. Ничего не призывая, так, говорю в качестве примера о том, что я буду голосовать за него. Идем дальше. Естественно, Компартия выдвинула еще одного человека, и уже в этот раз конкретно в городе Якутске. Это уважаемый Игорь Бугаенко, представитель рабочей молодежи, молодой человек, сварщик. Он баллотировался уже как-то в Жатае
принципе, пользуется у нас неплохим авторитетом, занимается, он один из лидеров, организаторов, ведущих нашего фестиваля «Земля талантов». Неплохой молодой человек, вы можете у нас на канале посмотреть видео с вручением ему удостоверения кандидата, его цели, его задачи и прочее, прочее. То есть борьба у нас, естественно, продолжается, мы готовы выступить единым фронтом со всеми, кто готов с нами объединиться, присоединиться, встать под наши знамена, разделяет наши ценности. Это прежде всего наши верные союзники комсомол, женское движение «Надежда России», дети войны, остальные патриотические организации. И мы можем привлечь к себе всех остальных и призываем прийти к нам, потому что только объединившись, только совместными усилиями, создав новый интернационал, мы сможем противостоять, так сказать, интернационалу капиталистов. А на сегодня все, уважаемые друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И до новых встреч!